Когда-то с помощью нехитрых приемов человек, обладающий большей силой, мог лишить своего оппонента жилья, имущества, пищи и даже семьи. С появлением денег и оружия дела стали обстоять иначе. Это стало определяющим фактором, чтобы вознести спорт до уровня искусства. Греко-римская борьба – один из видов полноконтактных единоборств, где гибкость и сила спортсмена являются нужным тандемом для того, чтобы одержать победу. Греко-римская борьба – это один из самых древнейших видов спорта, один из древнейших олимпийских видов спорта. Традиции греко-римской борьбы берут начало еще с Древней Греции. Основная черта нашей борьбы – это мужество, это сила и это уважение. Борьба направлена вообще на полное физическое развитие. То есть, если посмотреть на борца уже состоявшегося, у него плечи пловца, ноги бегуна, руки, как сказать, бодибилдера. То есть у нас работают все группы мышц, в отличие, например, даже от вольной борьбы. Вроде мы близки по родству, но у нас намного физически энергозатратная борьба, поэтому наши борцы греко-римского стиля очень физически подготовленные спортсмены. Процент травматизма у нас на самом деле очень низкий, намного ниже, чем в том же футболе. То есть у нас редко бывают мышечные травмы, редко бывают переломы, потому что борец, когда приходит в зал и получает основу, сначала он учится группироваться, правильно упасть, правильно выполнить прием. То есть ребенок уже даже выходит, когда на соревнования, он уже подготовленный, как и в физическом плане, так и в моральном. Недавно воспитанники Ильи Рахимгулова приняли участие во всероссийском турнире по спортивной борьбе, который проходил в Магнитогорске с 10 по 12 ноября. Они привезли заслуженные 2 и 3 места в своих весовых категориях. Мы ездили в город Магнитогорск, вдвоем с Тимуром заняли места. Соперники были достаточно тяжелые, но мы смогли справиться. Соревнования были классные, там было много людей. Я занял 3 место. Было сложно, но заняли места. 2 и 3. Сейчас ребята активно готовятся к открытому республиканскому турниру по спортивной греко-римской борьбе, который пройдет в Сибае. На турнир приедут ориентировочно у нас 14 команд из городов Республики Башкортостан, Челябинской области, Оренбургской области и также Республики Казахстан. В данный момент у нас сильнейшие борцы республики собираются. Соответственно, если в данном турнире они одерживают победу, то мы уже вправе рассчитывать на хорошие результаты в чемпионате Республики Башкортостан, который является уже отбором на Приволжский федеральный округ и выше соревнования. То есть, если наши борцы, дай бог, покажут хорошие результаты, то они все шансы имеют попасть в сборную Башкирии и вышестоящие сборные. Спортивные соревнования любого масштаба, помимо повышения уровня мастерства и техники, укрепляют дружеские отношения среди воспитанников спортивных объединений из разных городов, приобщают зрителей и гостей состязаний к занятиям физической культурой, пропагандируют здоровый и активный образ жизни. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.